Пожарная машина. Сегодня мы под присмотром. А вот и пожарник идет. Тоже ромашка. Летняя тема. А вот и турецкий экипаж. И, конечно же, победа. Трактор. Спасибо вам большие, мамы, за вашу фантазию, за отношение к детям, за то, что вы откликнулись. Посмотрите, а вот и роботы, а вот еще целый кортеж ромашек. Воздушные шары, конечно же, сейчас летят с целой делегацией. Здесь, наверное, и мама, и папа, и бабушка, и дедушка, и тетя, и дядя пришли поддержать юного конкурсанта. Так, военная тематика, отряд. И, конечно же, за рулем бравый солдат. Ромашки, опять ромашки. Сегодня символ нашего праздника ромашки. Ромашки повсюду. Корабли, морская техника, целая семья в морской форме. Это же вигвам. Чум, чум, конечно же. Это у нас розовая пони. О, пчелка Майя, и мама пчелка, и дочка пчелка, и маленькая пчелка в коляске. Ну и, конечно же, космическая тема. На площади проходит один из ярких и красочных моментов нашего фестиваля. 4-й конкурс парада колясок. Это уже становится традицией. Уважаемые гости, я еще раз поздравляю вас с праздником семьи, любви и верности. Через несколько минут, через мгновение начнется праздничный концерт. Я вижу, что атмосфера на площади очень-очень веселая, теплая, праздничная. И я это чувствую. И поздравляю всех вас с праздником! Отдыхайте, веселитесь! Да. Добрый вечер, уважаемые зрители. Добро пожаловать в прямой эфир. Телеканал «Башкирское спутниковое телевидение» начинает трансляцию из славного города Бирска, города, которому в этом году исполняется, подумать только, 360 лет. Удивительный городок, старинный, купеческий. Но, в общем, для тех, кто здесь когда-то был, не нужно говорить о том, насколько здесь царит атмосфера, ну, такой, знаете, приятной, доброй, русской старины. Действительно, город, где чтят историю свою, такую обширную, 360 лет, где очень любят, так знаете, широко отметить любимые праздники. Как, например, сегодня, 8 июля, традиционно, вот уже несколько лет, этот город становится центром празднования Дня семьи, любви и верности под покровительством святых Петра и Февронии. Ну и давайте посмотрим на Октябрьскую площадь и потрясающие виды на реку Белую, на Бирское изобилие, ну и на древние высоты города Бирска, на которых вот такие маленькие, невысокие дома. Ну и главная площадь этого города, которая сегодня встречает больших гостей. Сегодня традиционно шикарный праздник, сегодня традиционно блистательные артисты из Республики Башкортостан. И вот прямо сейчас мы плавно подходим к тому, что называется открытием нашего большого праздника. Это прологовая композиция. Уфимский ансамбль песни и танца «Мирас», наш знаменитый музыкальный танцевальный ансамбль. Ну и номер «Звона России», именно так он называется. Номер «Открывашка», номер, который задает необходимый темп. И давайте несколько секунд посмотрим для того, чтобы затем ваш покорный слуга, которого, к слову, зовут Дмитрий Калетко, сказал о том, что будет происходить далее. Итак, «Звоны России», День семьи, любви и верности под покровительством Петра и Февронии в городе Бирске. Ой, ой,
и согласия, преданности и добродетельной жизни. Святым Петру и Февронии. И в этот вечер с вами будем мы, ведущая, моя очаровательная супруга, моя муза Марина Майко. И мой любимый муж Дмитрий Харатьян. Семья. Семья – это дом. Семья – это мир, где царят любовь и преданность. Это радость и печали, которые одни на всех. Это привычки и традиции. Это крепость, за стенами которой могут царить лишь любовь и покой. И в этот теплый июльский день наша страна отмечает замечательный праздник – День семьи, любви и верности, получивший с прошлого года официальный государственный статус. 8 июля Русская Православная Церковь отмечает День памяти причисленных к лику святых Петра и Февронии Муромских. Они, невзирая ни на что, смогли сберечь клятву, которую дали во время обряда венчания. Быть вместе в радости и горе, богатстве и нищете, болезни и здравии. Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города Мурома Владимирской области, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, семейного счастья, супружеской любви и верности. И как же это символично для нас, Дмитрий. Мы с тобой в союзе любви почти 35 лет. Да, почти это 34 с небольшим. Но скоро будет 35. Действительно, срок серьезный. И знаешь- Выдержала наша семья испытание временем. Это точно. И ты знаешь, вот я вот сегодня хочу тебе признаться, вот при всех в любви я тебя очень люблю. Марин, спасибо огромное. Я благодарю судьбу за то, что когда-то она нас свела с тобой. И рядом со мной, конечно, все эти годы моя самая любимая, самая дорогая, самая прекрасная женщина. Марина, это ты, конечно. Спасибо. Я в Башкортостане не в первый раз. Вот буквально недавно я принимал участие в масштабном мероприятии в столице, в городе Уфе, на международном фестивале искусств «Сердце Евразии». И гуляя по улицам, я видел очень много супружеских пар, и молодых, и преклонного возраста. И это неудивительно, потому что во главе этой республики мужчина, любящий свою семью, доверяющий своей супруге. Мы приглашаем на сцену главу Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова И его супругу Карине Владимировну Хабирову. Вот здесь, уважаемые друзья, пока семья главы республики поднимается на сцену, необходимо отметить, что сегодня состоится важная традиция уже этого большого праздника, Дня семьи, любви и верности. Это вручение медалей «Родительская слава» и медали «Родительская доблесть». Необходимо отмечать те семьи, которые являются примером для остальных, живущих в республике Башкортостан. Дорогие друзья, сегодня весь наш Башкортостан, так же как и вся наша дорогая Россия, отмечает замечательный праздник – День семьи, любви и верности. Я от души поздравляю вас с этим праздником, наверное, одним из самых светлых праздников в нашей жизни. Я сегодня хочу сказать, что стало доброй традицией, что этот праздник мы отмечаем торжественно в очень любимом нами городе, в Бирске. И я хочу сегодня поблагодарить всех бирян за ту теплоту и гостеприимство, с которой вы нас встречаете уже не первый год. И уверяю вас, если вы также нас будете всегда встречать, мы каждый год здесь, 8 июля, вместе с вами будем собираться. День семьи, любви и верности – это действительно, наверное, один из самых главных праздников. Потому что в генетическом коде народов, проживающих в России и в Башкортостане, семья – это действительно самое главное. Ради семьи мы живем,
Ради семьи мы созидаем, и семью всегда мы готовы защитить. В эти дни, конечно, я хочу сказать огромные слова уважения, благодарности, пожелания самого доброго тем семьям, чьи воины сейчас на передовой защищают нашу страну. Низкий поклон нашим воинам и низкий поклон всем семьям. И я хочу сказать, что все свои силы, силы всей нашей команды мы будем направлять на то, чтобы в Башкортостане хотелось жить, чтобы хотелось созидать семьи, чтобы воспитывать детей, и чтобы, когда нужно, защищать свою родину, свой Башкортостан, свою Россию. Позвольте мне пожелать вам сегодня от своей семьи быть счастливыми, быть вместе в счастье, в радости или печали. Хотя, конечно, я больше всего желаю вам быть вместе в счастье. Пусть счастья и радости в вашей жизни будет больше. Мира вашим домам, благополучия, всего самого-самого доброго. Благодарю вас, Владимир Владимирович. Слово для приветствия предоставляется Карине Владимировне Хабировой. Здравствуйте, дорогие жители Бирска, дорогие наши зрители, которые сегодня с нами и смотрят прямой эфир нашего семейного фестиваля, который посвящен этому прекрасному празднику. Семья — это всегда было место силы и для мужчины, и для женщины. Поэтому, конечно, это должно стать тылом для мужчины и должно стать местом, куда женщина вкладывает всю свою энергию, всё свое тепло. И сегодня, стоя здесь, на этой площади, я хочу, чтобы мы вместе с вами все загадали и пожелали на этой соборной площади, чтобы каждая семья обрела свое счастье, и чтобы она обрела счастливое продолжение своей истории. Я поздравляю всех с праздником и желаю вам, конечно, любви. Благодарю вас, Карине Владимировна. Уважаемый Ради Фаритович, Карине Владимировна, позвольте приступить к церемонии награждения. Указом президента Российской Федерации медалью «Родительская слава» награждены супруги Аккаюн, Елчин и Марина Леонидовна, город Салават. Супруги Целых Андрей Владимирович и Анастасия Викторовна, город Уфа. Анастасия и Андрей Целых вместе 26 лет. В их дружной семье 7 детей. Секрет крепкого союза – умение слышать и слушать друг друга. Супруги воспитывают детей в христианстве. Их семейная традиция – праздновать каждый день рождения вместе. Наверное, один секрет в любви. Больше никак. И если что-то где-то как, да, недопонимание или, может быть, ссора какая-то, нужно прислушиваться друг к другу, нужно слышать друг друга.
Указом главы Республики Башкортостан медалью «Родительская доблесть» награждены Фазулина Альфия Максуджановна, село Улькунды, Туванский район, Республики Башкортостан. В семье Фазулиных дети появились 10 лет назад. Альфия с супругом Ириком сначала усыновили Ильдара, потом в семье появилась Ирина, а за ней Кристина. Было непросто, у каждого ребенка свои особенности развития. Но подход нашли к каждому, и жизнь потекла своим чередом. В 2019 году не стало отца семейства. Но Альфия рук не опустила. Научилась водить машину, чтобы возить ребят на учебу. Да и сами дети, как могут, стараются помогать маме во всем. Итак, уважаемые друзья, напоминаем, что сейчас в эфире телеканала БСТ вручают медали «Родительская слава» и медали «Родительская доблесть» тем семьям, которые своим примером показывают, как необходимо хранить семейный очаг и как необходимо верить в светлое будущее, даже несмотря на те проблемы, которые могут возникать. Вот вы слышали историю этой замечательной семьи, тоже не все так просто. И, конечно, этих замечательных людей необходимо поощрять, им необходимо помогать. Тем более, что вера в жизнь у них на высочайшем уровне. И, конечно, они являются собой пример. Пример великой российской башкирской семьи. Туванский район Республики Башкортостан представил нам эту замечательную семью. Медаль «Родительская доблесть». Напомним. И мы продолжаем. Прямо сейчас увидим еще одну замечательную семью из Республики Башкортостан. Бацокина Альфия Минуловна, город Уфа. Вся семья Бацокиных – военные. Альфия Минуловна 20 лет работает на оборонном заводе «Гидравлика» на складе. Ее муж Виктор – участник боевых действий в Чечне. 10 лет назад погиб в автокатастрофе. Старший сын Артем закончил военное училище в Санкт-Петербурге и сейчас служит в Таджикистане. Младший 25-летний Вячеслав Бацокин – участник специальной военной операции на Украине. Награжден Орденом Мужества и Орденом генерала Шеймуратова посмертно. Вся семья так связана с обороной нашего государства. Я горжусь своими детьми и мужем. Да, конечно, тема специальной военной операции становится краеугольной для жизни и нашего региона, и нашей страны, и, конечно, женщине, которая воспитала настоящего героя в нашем регионе. Честь, почет и хвала, и семья главы Республики Башкортостан показывает, что те слова, которые были много рассказаны, эти слова о поддержке семей, наших мобилизованных, наших контрактников, наших добровольцев, они никогда не останутся без внимания. Медаль «Родительская доблесть» для Альфии Минуловны Бацокиной из города Уфы. Ягудина Динура Нуриевна, город Москва. Награду получает сын Динуры Нуриевны Айдар Айратович Ишмухаметов. Главные ценности в семье Ягудиных и Шмухаметовых – забота о родных и трудолюбие. Медики в 5 поколениях. Ягудина Динура Нуриевна – врач, кандидат медицинских наук. Айрат Исмагилович Ишмухаметов – создатель школы функциональной диагностики на базе Института Склифосовского. При жизни был почетным академиком Академии наук Башкортостана. С мужем воспитали 2 сыновей – Айдара и Марата. Айдар Айратович – выдающийся ученый в аллергологии, иммунобиологии и эпидемиологии. Он участвовал в разработке вакцины против коронавирусной инфекции. Динура Нуриевна уже прабабушка, и самая большая радость для нее, когда все семейство собирается вместе. У нас все медики, между прочим, все медики, и старшие, и сейчас молодые, все медики.
Да, уважаемые друзья, героиня только что увиденного всеми нами сюжета Динур Нуриевна сегодня в силу объективных причин не смогла присутствовать на нашем большом празднике. Она ныне проживает в городе Москва. Награду получает сын Динур Нуриевны Айдар Айратович Ишмухаметов, которого мы тоже успели увидеть. Да, Потрясающая семья. Уважаемые наши дорогие биряне, гости, вот рядом со мной действительно встает выдающийся земляк, выходец из нашей республики, выдающийся ученый, благодаря кому мы с вами вместе справились с коронавирусной инфекцией. Давайте Айдара Айратовича еще раз поприветствуем. Указом главы Республики Башкортостан почетной грамотой Республики Башкортостан награждены Саяпова Лира Асхатовна, Саяпова Лира Асхатовна. Счастлива в браке уже 30 лет. Столько же она работает директором средней общеобразовательной школы села Старобурново Бирского района Башкортостана. Лира Асхатовна уверена, успех на работе начинается с отношений в семье. Думаю, что синонимами слова «семья» являются это тепло, это свет, это вера, это надежда, это оплот, это очень хороший, надежный тыл. Какой красивый взгляд на супруга был у Лиры Асхатовны Саяповой в завершении нашего небольшого видеоматериала. Лира Асхатовна – директор средней общеобразовательной школы села Старобурново Бирского района. Для тех, кто хотя бы раз был в Бирском районе, он прекрасно знает, насколько это самобытно и насколько это удивительно. В какой-то степени не похоже ни на один другой район Республики Башкортостан. И Лира Асхатовна, конечно, яркое воплощение, ну, в данном случае, Маковская педагогов Валентина Бирского района. Петровна. Маковская Валентина Петровна почти 20 лет занимается предпринимательством и вносит личный вклад в развитие его в Бирском районе. Валентина Петровна – заслуженный работник пищевой индустрии региона. Вы знаете, Бирск – это город большого количества предпринимателей. И вот из этого большого количества предпринимателей, конечно, очень легко выделить вот таких ярких, интересных женщин, профессионалов своего дела, как Валентина Петровна Маковская. Предприниматель, такая, знаете, хваткая, яркая, сильная женщина. Она, ну, в какой-то степени, безусловно, также олицетворяет, как ее многие другие коллеги-женщины, мощный пул женщин-предпринимателей целого района. Поздравляем с почетной грамотой главы Республики Башкортостан Валентину Петровну Маковскую. Идем дальше. Не сказать не могу. Я хочу сказать большое спасибо правительству республики, администрации города и, конечно же, всем жителям города Бирска, которые так оценили труд нашего коллектива 54 года назад, как мы приехали по направлению. И все эти годы я со своим коллективом кормлю людей. И мне, конечно, очень приятно, что меня поздравляют и награждают вместе с заслуженными людьми действительно республики и России. И я очень всем благодарна. Спасибо. Козьмодемьянов Борис Викторович. Козьмодемьянов Борис Викторович. Его главные жизненные ценности – добросовестный труд, высокий профессионализм и ответственное отношение к работе. Трудовой стаж Бориса Викторовича без малого 40 лет. Долгие годы он работал в ЖЭУ номер 2 города Бирска. 7 лет возглавлял это управление. Заметный вклад как главный инженер внес в работу бирского филиала «Башкоммунводоканал».
Ну а это, уважаемые друзья, яркий представитель жилищно-коммунального хозяйства Бирского района Борис Викторович Козмодемьянов, главный инженер Бирского филиала Башкоммунводоканал, человек, который многие годы в своей профессиональной карьере посвятил тому, чтобы жителям и города, и района жилось спокойно, в чистоте, аккуратно, удобно. Вот на таких людях и держится наше коммунальное хозяйство. Спасибо вам большое, Борис Викторович. Сулейманова Фидания Фангатовна. Сулейманова Фидания Фангатовна, художественный руководитель Центрального дома культуры Бирского района Башкортостана. Много лет она участвует в мероприятиях по сохранению и развитию национальной культуры и художественного творчества народов республики. Участвует в культурной жизни родного города Бирска. Желаем, чтобы каждый член семьи посвящал себя друг другу, всегда было общение, вели здоровый образ жизни, жили в любви и согласии. Тот факт, уважаемые друзья, что в городе Бирске огромное количество потрясающих мероприятий проводится, в том числе благодаря вот таким людям, как Фидания Сулейманова. В данном случае женщина, потрясающий организатор, художественный руководитель Центрального районного дома культуры. И, конечно, благодаря таким людям мы можем вот так вот вместе собираться. Указом главы как Республики в данном случае в рамках Дня семьи, любви и благодарностью верности. главы Республики Башкортостан поощрены Воробьев Константин Николаевич. Семья для нас взаимопонимание, Вера, надежда. любовь. Константин Николаевич Воробьев, гид-экскурсовод по Бирскому району. Часто выводит на маршруты по республиканской программе «Башкирское долголетие». Благодаря ему первый туроператор города «Бирское купечество» 3 года подряд получает всероссийскую премию «Маршрут года». Работа для него – удовольствие, общение и новые знакомства. Но главное вдохновение – поддержка мамы Татьяны и супруги Анны. Друзья, как человек, который лично знаком с Константином Воробьевым, скажу, что, наверное, нет лучше гида по городу Бирску и Бирскому району, чем этот молодой человек, Константин Николаевич Воробьев. Он, к слову, один из тех, кого очень любят телевизионщики, потому что блестяще владеет материалом. И, конечно, видите, да, очень колоритный молодой человек. Константину огромный привет и наши поздравления. Хотелось бы сказать пару слов благодарности правительству республики и непосредственно Ради Фаридовичу за любовь и отношение к туристической отрасли, ко внутреннему туризму. Также, пользуясь случаем, администрации Бирского района, спасибо. Наша работа без вашей помощи была бы сложнее. Всего доброго. Классин Марилова Елена Николаевна. Елена Николаевна Классон-Марилова, руководитель глэмпинга в Бирском районе, на берегу живописного озера Шамсуддин. Ее кредо – наполнить жизнь гостей новыми ощущениями и позитивными эмоциями, чтобы им хорошо отдыхалось на природе. У Елены большая и дружная семья, которая всегда помогает ей в работе. Очень важно, чтобы ты всегда оставался собой, чтобы ты мог реализовывать свои планы, чтобы ты чувствовал, как ты растешь, развиваешься, и семья тебя в этом поддерживала. Вообще Бирский район в какой-то степени являются законодателями моды на глэмпинги и на яркий, спокойный отдых. Например, на берегу озера. Глэмпинг Миотеро находится как раз на берегу знаменитого Бирского озера Шамсуддин. И вот если никогда не были, не сочтите рекламы, да, уважаемые друзья, то позвольте себе отправиться в очень тихие и спокойные места Бирского района. Поздравляем. Ради Фаридович, Елена Ирина Николаевна Владимировна, мы Классон-Марилова. благодарим вас. Спасибо большое за проведение этой очень важной для людей церемонии награждения. Дмитрий, вот биряне, вот вы вообще понимаете, что Дмитрий и Марина уже практически стали бирянами. Они уже не первый раз здесь, вместе с нами, так искренне проводят наши праздники.
Мы с Дмитрием вообще друзья давние. Мы даже в одном городе вместе когда-то жили, в Красногорске. Я продолжаю там жить. Замечательно. Вас все помнят очень по-доброму, очень вспоминают, всегда передают огромный привет и благодарность за то, что вы сделали для нашего маленького подмосковного города Красногорска. И говорят, что это были лучшие годы. Годы Лучшие с 2 вами. года жизни города Красногорска. Но я бы хотел просить, давайте этой замечательной паре, этим замечательным артистам, патриотам, талантливым людям, давайте поаплодируем просто и поприветствуем. Спасибо большое. Спасибо. Мы очень дорожим нашей дружбой и, конечно, всегда с удовольствием и с радостью откликаемся на любые предложения и приглашения приехать в ваш замечательный, чудесный, теплый край. Стало доброй традицией у будущих супругов сочетаться узами брака в День семьи, любви и верности. И сегодня в городе Бирск создали новые семьи, замечательные пары. Мы вам желаем благополучия, взаимопонимания и, конечно же, любви. А сейчас встречайте на сцене мастера культуры Республики Башкортостан, связавшие свою жизнь друг с другом не только на сцене, но и в жизни. Народные артисты Республики Башкортостан Артур Туктагулов и Минзифа Искужина. Oşlu günden kullar bulda Arlaymadı bir geleşir Alabadı yanmış kullarından Delika vika bergeler Tugay gidekleşir Hoşlu günden kullar bulda Atlaymadı bir bergeleşir yoluna Esirinde süsünde Ağlamadı yanmış kullarından Bedika vika bergeler Tuğay gidekleşir Hoş
Uşu günden kullar bulda Patlaydı bir geleşir Uşu günden kullar bulda Patlaydı bir geleşir Uşu günden kullar bulda Patlaydı bir geleşir Артур Туктагулов и Минзифа Искужина. Дорогие друзья, на сцене вокально-хореографическая композиция башкирской свадьбы «Юаса». Да, уважаемые друзья, пока на сцене выступают блестящие артисты уфимского ансамбля песни и танца «Мирас», я бы хотел обратить ваше внимание на то, что все, что вы видите, это трансляция из города Бирска, небольшого купеческого городка на севере от столицы Республики Башкортостан. Буквально 100 километров разделяют два города. Что касается концептуального отличия данного праздника от большинства других, которые проводятся и на территории Башкортостана, и на территории всей Российской Федерации, так это то, что организаторы стараются привлекать в качестве артистов, звездных гостей, почетных гостей семейные пары, которые так или иначе очень хорошо известны. Например, ведущие сегодняшнего праздника, для тех, кто только к нам подключился, это Дмитрий Харатьян и Марина Майко. Семейная пара, которая в браке вот уже почти 35 лет, о чем они успели нам всем рассказать. Ну, а только что перед вами выступала блистательная пара народных артистов. Артур Туктагулов и Минзифа Искужина подарили нам шикарную песню. Пока же давайте насладимся вот этими артистами. Уфимцы из «Мирас». Совсем скоро вернемся в трансляцию. Пока же рекомендуем вам наслаждаться всем тем, что умеют блистательные башкирские артисты. Saldır saldır tenkeleri, karpuzlar deşelim